Семью Урмановых трудно назвать обычной. Ее стержень – взаимная любовь, помноженная на терпение и мужество. Инара – инвалид с рождения. У нее редкое и тяжелое врожденное заболевание опорно-двигательного аппарата – артрогриппоз. Кроме того, в годовалом возрасте девочка потеряла и слух. Долгое время родители Инары лечили ее в московских клиниках, чтобы хоть как-то остановить прогрессирующую болезнь. И когда вот мама все рассказала, как они летали с Янгиюля туда, получается, в Москву, и лежали по несколько месяцев там в этой больнице, обратно снимали этот гипс, аппарат Елизарова, и все равно кости, суставы, как он врожденный получается, он все равно приходил в свое состояние. То есть те хирурги, врачи говорили, это очень сложно, то, что врожденный. Если не врожденный, то выпрямить там можно будет. Вот. Когда гипс, это все она ходит, да, ходила, точнее, на ногах сама. А как гипс снимаешь, все. Логопед учился с Инарой. Логопед учился говорить тебе, помнишь, ложкой, да. Вот, как язык правильно. Логопед. Вот. Ну, учителя там все занимались, чтобы она как бы полноценная была. Несмотря на свое заболевание, Инара очень активна. Она общается с людьми, читая по губам. Передвигаясь по дому на инвалидной коляске и велосипеде, она вполне справляется с домашними делами. Не стало заболевание помехой стать и заботливой женой. Поженились Руслан и Инара в 2019 году. С этого времени супруги начали мечтать о ребенке. Долгожданная беременность наступила в конце 2020 года. Беременность протекала нормально. Вот, все анализы, все нормально показывало. В гемокоде делали обследование ворсины хориона. И отправляли это анализ на ДНК, получается, в Москву. Пришли результаты, то, что ребенок полноценно здоров. Супруги с нетерпением ждали рождения первенца. Инара трепетно относилась к своему состоянию, мужественно преодолевая все сложности. Нас направляли в перинатальный центр, чтобы сделать скрининги и другие анализы. Ну, там, получается, пандус есть. На пандусе зайти в перинатальный центр, удобно, да, согласен. Но уже внутри, когда мы поднимаемся на лифте на второй этаж, там нас встречает 12 или 15 ступенек. Получается, и Инара надевала пакеты на руки, на колени обматывали там полотенцем, чтобы не испачкала. И поднималась беременная на второй этаж перинатального центра. Но на 7-м месяце беременности Инара почувствовала недомогание. У нее стало повышаться давление, появились отеки. 5 марта мы легли в перинатальный центр, это 2021 года. И там каждый день раза 3 проверяли доплером, сердцебиением, снижали давление лекарствами, кололи кроворазжижающие. И 15 марта сердцебиение нашего малыша перестало на доплере. 16 уже марта 2021 года сделали кесарево сечение, и Инара 6 дней провела в реанимации в перинатальном центре. Супруги тяжело перенесли смерть ребенка. Неутешительным стало и заключение врачей об аналогичных сложностях при последующих беременностях. Им было рекомендовано суррогатное материнство и выданы все необходимые документы для данной программы. Семья уже обратилась за помощью в клинику «Эмбри-Мама» в Санкт-Петербурге. Но 2 миллиона 600 тысяч рублей – неподъемная сумма, которую необходимо оплатить молодой паре, чтобы воспользоваться программой суррогатного материнства в данной клинике. Своими силами семье не справиться, поэтому они решили обратиться за помощью ко всем неравнодушным. Наша большая мечта – заиметь своего ребенка. Если же получится своего ребенка, это хорошо, да. И мы все равно второго ребенка мы возьмем с детского дома, потому что хотим мы двоих. Помочь семье стать счастливыми родителями можно, перечислив средства на банковскую карту РНКБ.